Железнодорожная станция Беркакит в свое время открыла ворота в Южную Якутию. Сейчас для жителей нашей республики железнодорожная магистраль – это своеобразная дорога жизни, без которой не мыслим сегодняшний день. Беркакитский железнодорожный узел – одно из базовых предприятий поселка. Через него проходит около 90% всех грузов, возимых в Якутию. Станция Беркакит остается надежным связующим звеном между Якутией и всей страной. В далеком 1980 году появился приказ Министерства путей сообщения о создании новой железнодорожной станции Беркакит. В это же время формировался Южно-Якутский территориально-производственный комплекс и строилась железнодорожная линия Тында-Беркакит, получившая название «Малый БАМ». А история БАМа – это целая эпоха. Эпоха самоотверженного труда и романтики. Так осуществилась давняя мечта якутян. Железная дорога наконец-то пришла в этот суровый, но прекрасный северный край. Немало изменилось с тех пор в угольной промышленности и на самой станции Беркакит. Но многие из тех, кто прибыл сюда молодым специалистом и сейчас трудятся на родном предприятии, являясь его живыми легендами и гордостью. Беркакитский железнодорожный узел не случайно называют вратами Южной Якутию. Через станцию прошли миллионы тонн самого разного груза и перевезены сотни тысяч пассажиров. В последнее время появляются новые маршруты, а грузопоток за 6 месяцев увеличился на 250 тысяч тонн. В этом году, как и в прошлом, производится реконструкция участка от Беркакита до Тынды. В этом году закончили реконструкцию станции Холодникан, открыли разъезд, он был законсервирован. Ввели в эксплуатацию дополнительный путь по станции Окурдан, ввели дополнительный путь по станции Рихардзорге, что, естественно, нам увеличило пропускные наши способности. Все наши грузоотправители, угольные разрезы и Колмар, и Якутуголь, и малые разрезы, которые грузятся на территории Республики Якутия, все они все-таки проходят, конечно же, через наши южные ворота, через станцию Беркакит. У всех мощности увеличиваются, все хотят грузить больше, но нам это, конечно, надо провести. Если так вот прям в цифрах сухо сказать, у нас увеличилось количество пар поездов с 12 до 15 уже в этом году. Что дало за полгода, мы увеличили грузооборот на 250, грубо говоря, тысяч тонн. Это, с одной стороны, не так много, но это, повторюсь, только начало. В следующем году у нас запланирована реконструкция самой станции Беркакит, будет уже удлинение путей с вводом нового подвижного состава повышенной грузоподъемности, с вводом новых локомотивов, новых серий, которые позволяют возить уже веса не 5200 тонн, 5500, а 7100 тонн. Конечно же, для этого надо готовить инфраструктуру, путь, ну и путевое развитие по самой станции. Основная задача, возложенная на плечи железнодорожников, это осуществление грузовых, пассажирских и контейнерных перевозок и обеспечение безаварийного движения поездов. Работа на железной дороге не лишена трудностей. А самое главное то, что она требует огромной ответственности. Мои обязанности заключаются в приеме отправления пассажирских грузовых поездов, формирование, расформирование поездов, собираем составы на Тынду, на ЖДЯ, на угольную порожники формируем, подаем груз на тупики. Это пульт табло, пульт манипулятор у нас. Здесь здесь готовим маршруты, прием, отправление пассажирским, грузовым поездам. Ну, это все, в принципе, наша работа. Это вот вообще оперативная работа, это вот связь, я не знаю, с людьми, совсем вот как бы общение, это вот, я не знаю, движение – это жизнь. Железная дорога не просто подарила людям уникальную возможность транспортировки пассажиров и грузов на дальние расстояния. Она также кормила, вовлекая в сферу своего обслуживания представителей многих профессий. Машинисты, проводники, инженеры – все они составляют особое трудовое сообщество. У нас полностью заключается организация маневровой работы, формирование, расформирование поездов, работа с Хабаровском, с поездными диспетчерами, с железной дорогой Якутии, также с угольной, полностью прием, отправление поездов, вот это обмен, планирование, полностью получается планирование работы. Грузовая коммерческая работа, контролируем, прием также, отправление вагонов, принимаем, оформляем. Это приемоздатчиков, а начальник грузового района все это дело организует. Сегодня, чтобы структура железных дорог работала без перебоев, приходится задействовать труд огромного количества людей. При этом по характеру их профессии сильно отличаются. Одним предполагают тяжелый физический труд, другим нужна мгновенная реакция. Третьим не обойтись без глубоких технических знаний.
На железной дороге все специальности нужны, все важны. Тут невозможно кого-то выделить. Железная дорога такой коллектив, такой организм, я бы сказал, который работает сплоченно, и абсолютно все очень важны, очень нужны и очень востребованы. Невозможно какой-то винтик один убрать из этой всей системы налаженной, и она просто не будет работать. Вот сейчас коллектив обновляется. Мы подошли к такому периоду, знаете, что скоро 50-летие БАМа будем справлять. И вот сейчас коллектив именно в связи с этим и обновляется. Очень много работают старожил, как раз таки, которых сейчас подходит время выхода на заслуженный отдых, на пенсию. Вот в этом году у нас ушли 2 замечательные работницы, очень много отдали, да всю жизнь отдали работе на железной дороге. Работали и операторами техконторы, и приемоздатчиком, и начальниками. И каждый год постепенно коллектив обновляется. Ведь именно связано это с уходом людей, вот этих бамовцев, настоящих строителей, на заслуженный отдых. Но это, мне кажется, такое нормальное положение дел. Любой коллектив обновляется. И все эти молодые люди приходят, у нас все меняется, меняются технологии, внедряются новые системы автоматизированные. И все эти молодые люди как раз-таки привносят что-то свое, новшество, с учетом работы в новых условиях. Это, безусловно, радует. Главное богатство станции – ее люди. Сегодняшний коллектив – это профессионалы своего дела. Многие продолжают семейную династию железнодорожников. Есть те, кто трудится здесь с основания предприятия. Также приходит много молодых специалистов. В возрасте 17 лет было принято решение пойти учиться в Тындинский железнодорожный техникум, потому что хорошая профессия машиниста, стабильная, хорошая профессия. Ну и потом мне просто понравилась сама эта профессия, понравилось работать машинистом, водить поезда, постоянно как-то в движении, не офисный работник, а постоянно куда-то едешь, занимаешься полезным делом. На практике, конечно, это все кажется так легко, но сложности в основном в графике работы, потому что графика как такового у тебя нету, так как тебе в любое время могут вызвать на работу. В 2 часа ночи, в 3 часа ночи, в 5 утра. И в чем сложность? То, что ты в одну сторону можешь не 12 часов ехать, а 12 часов там едешь в одну сторону, плюс тебя меняют 3 часа, 4. И, в общем, в графике в основном тяжело работать. Романтика профессии, знаете, вот когда едешь просто, даже на Тынду, в Тынду едешь, на Тынду, красивые места видишь, как-то ты уже управляешь локомотивом как машиной. Вот, никакой сложности нету, уже как машиной управляешь. И, наверное, какое-то удовольствие даже получаешь от этого. От красивых мест, там, от природы. Ты постоянно другую картинку видишь. Если ты будешь в офисе работать, и вот в офисе постоянно с этими бумажками, я не могу, я с ума сойду там. А тут, да, как-то, наверное, порой даже отдыхаешь. Круглосуточная, четкая и слаженная работа железной дороги обеспечивается самоотверженным трудом всего ее коллектива. За все годы станция Биркакит стала символом надежности, стабильности, постоянного развития. А профессия железнодорожника считается одной из самых почетных и востребованных. Я технолог станции Биркакит, технолог с 2017 года, как раз период. Был такой у станции, когда мы переходили из структурного подразделения в ДЦС-6. То есть времена перехода и изменений всегда какие-то непонятные, немножечко суетливые. До этого работала на станции Нерюнгри-Грузовая 26 лет, дежурной по станции. Работала, во всяком случае, хорошо, без проблем, нравилась очень работа. Вот я до сих пор вспоминаю работу дежурной по станции. Сейчас тоже работа творческая, много, конечно, приходится работать с такими, вроде бы все компьютеризировано, но приходится со схемами, бумагами тоже работать.
ну, все равно лучше. У меня такое ощущение, что я после какого-то непродолжительного периода по окончанию института опять вернулась учиться в институт, потому что опять приходится познавать азы этого. Совсем вот недавно даже математическим ожиданием, теорией вероятности занималась. Необходимо было именно в рабочем процессе для решения вопроса. Поэтому, считаю, что мне повезло. И пока еще не собираюсь уходить с этого места, собираюсь работать. День железнодорожника – это один из старейших профессиональных праздников в нашей стране, как и сама железнодорожная отрасль. Учитывая то, сколько человек ежедневно прибегает к услугам железнодорожного транспорта, то можно считать, что мы все имеем отношение к этому празднику. От себя лично, от всего коллектива хочу поздравить всех железнодорожников и узла «Беркокит», и всех смежных работников, кто непосредственно так или иначе связан с работой на железнодорожном транспорте. Поздравить с замечательным нашим праздником профессиональным, пожелать счастья, здоровья, успехов, семейного благополучия, и с надеждой и стремлением только вперед. Современная железная дорога – это рабочие места, удобная логистика. И что особенно важно, железнодорожный транспорт по-прежнему остается одним из наиболее востребованных способов передвижения людей. Станция «Беркокит» всегда работала и работает успешно, и остановки в развитии не будет. Впереди большие перспективы, новые планы, которые непременно будут реализованы самоотверженными и профессиональными специалистами, которые здесь трудятся.